Казахская народная сказка. Три брата и прекрасная Айсулу. Жили в одном ауле три кровных брата. Были это такие силачи и удальцы, что все сверстники гордились ими. Все девушки заглядывались на них, все старики их хвалили. Крепкая дружба связала братьев с младенческих лет. Никогда они не разрушались, никогда не ссорились, ни о чем не спорили. В какой-то из дней выехали братья в степь на охоту с Беркутом. Долго не попадались им на глаза ни зверь, ни птица. Уж готовы были они повернуть коней к аулу, как вдруг видят, бежит по степи, прижимаясь к земле, лисица, красная, как огонь. Много денег дадут за шкурку такого зверя. Кинул старший брат Беркута вверх, расправил крылья Беркут, взмыл в поднебесье и пал с высоты молнии на лисицу. Погнали джигиты коней, вихрем примчались к месту, где опустился Беркут. Глядят и дивятся. Лисицы нет, будто ее не было, а птица сидит на камне. И камень тот непростой. Рука и резец великого мастера изобразили на нем девушку, прекрасную обликом, а внизу надпись: «Кто найдет этот камень и принесет ко мне, тот будет моим повелителем и супругом». Молча и неподвижно стояли джигиты перед удивительным камнем, и у каждого в сердце все жарче разгоралась любовь к той, что, как живая, смотрела на них с портрета. Старший брат сказал: «Как нам быть и что предпринять? Ведь втроем нашли чудесный камень». Средний брат сказал: «Просим жребий, пусть судьба укажет, кому идти за красавицей». А младший молвил: «Братья, мы вместе нашли чудесный камень, так давайте же вместе разыскивать и прекрасную. И если мы будем так удачливы, что увидим ее наяву, пусть она сама выберет себе мужа». На том и порешили. Подняли камень, а под ним в кожаном мешке лежит драгоценный клад, 3000 старинных червонцев. Разделили находку поровну и, не заезжая в аул, пустились в странстве на поиски невесты. Всю степь изъездили молодцы из края в край, и стерли седла, и взорвали сбруи. Насмерть загнали скакунов, нигде нет девушки, подобной той, что вырезана на камне. Наконец прибыли путники к столицу хана. Тут же на окраине встретили они старую женщину и, показав ей камень, спросили, не знает ли она, в какой земле живет красавица, изображенная на портрете. «Как же мне не знать?» — ответила женщина. «Это дочь нашего хана, ее зовут Айслу. Нет на свете девушки, равной ей красотой и достоинствами». Поблагодарив старуху, братья, не чуя усталости, поспешили во дворец хана. Стража, видя в их руках заветный камень, пропустила джигитов. Представ перед прекрасной Айслу, юноши застыли в оцепенении. Красавица носила имя Луны, а сама была как солнце. «Кто вы?» — спросила Айслу. «И какое дело вас привело ко мне?» Старший брат ответил за всех: «Госпожа, охотясь в степи, мы нашли камень с твоим изображением, и вот, исходив полсвета, принесли его тебе. На камне есть надпись. Ты знаешь ее содержание. Исполни обещание, Айслу. Выбери себе в мужья одного из нас». Красавица поднялась с драгоценных ковров и, приблизившись к братьям, сказала: «Доблестные джигиты, велик ваш подвиг, и я не отрекаюсь от обещания. Но как мне поступить по справедливости, если вас трое, и все вы равны передо мной? Как отличить достойнейшего? Хочу испытать вашу любовь. Я стану женой того из вас, кто добудет для меня самый диковинный подарок.
согласны ли на такое условие?» Поклонились ей братья и тотчас снова отправились в дорогу, не ведая того, что дочь хана уже полюбила всей душою младшего из них. И так велика была ее любовь, что с этого дня и часа стала она бледнеть и таять, точно от тяжкого недуга, а вскоре слегла в постель и перестала узнавать даже родного отца. Хан был в отчаянии. Он созвал лекарей со всего света, посулив 1000 верблюдов тому, кто исцелит его дочь. Полный дворец набилось знахарей и колдунов, но прекрасной дочери хана с каждым днем становилось все хуже и хуже, а 3 брата в это время были далеко от столицы. Долго шли они общим путем, но вот дорога разделилась, и джигиты разошлись в разные стороны, договорившись при прощании через 30 дней вновь встретиться на этом месте. Старший брат пошел вправо и через некоторое время достиг большого города. Обойдя все лавки, он увидел в одной из них удивительной работы зеркальце в золотой оправе. «Что стоит это зеркальце?» – спросил юноша. «Зеркальце стоит 100 червонцев, а тайна его 500. В чем же его тайна? Это зеркальце таково, что если на утренней заре поглядеть в него, то увидишь все совершающиеся на свете. Вот такая-то вещь мне и нужна», — сказал себе юноша. Без раздумья отсчитал он деньги, спрятал на груди покупку и зашагал к условленному месту. Средний брат двинулся впрямо по средней дороге. Вот он вошел в незнакомый город. На базаре, где торговали иноземные купцы, бросился ему в глаза яркий ковер, вытканный причудливыми узорами. «Какова цена ковра?» – спросил он у продавца. «Ковер стоит 500 червонцев, и тайна его столько же». «О какой тайне ты говоришь?» «Да ведь это ковер-самолет. Он может доставить человека в один миг в любое место». Юноша отдал продавцу все свои деньги и, свернув ковер в трубку, с торжеством покинул город. Младший брат на распутье повернул влево. Придя в какой-то город, он долго скитался по улицам, разглядывая во все лавки, но нигде не попадались ему вещи, достойная возлюбленной. Он совсем уже потерял надежду и пал духом, когда в грязной лавчонке безобразного старика заметил некий блестящий предмет. «Что это?» – спросил джигит. Торговец подал ему золотой гребень, усыпанный самоцветными камушками. Глаза у юноши загорелись. «Что просишь за гребень?» Торговец хрипло засмеялся и приговорил со злобой: «Проваливай лучше отсюда. Где тебе купить такую редкость? 1000 червонцев стоит гребень, и 2000 его тайна». Сердце у юноши упало. У него не было таких денег, но он все же спросил: «Какая же у твоего гребня тайна? Что ты ценишь ее столь дорого?» Старик отвечал: «Если этим гребнем расчесать волосы больного, он обретает здоровье, а если расчесать волосы умершего, он оживет». «У меня всего 1000 червонцев», — сказал печально юноша. «Сожалься, отдай мне гребень за эти деньги. В нем мое счастье». «Ладно», — зловеще скривив рот, прошамкал старик, «бери гребень за 1000 червонцев, если согласен дать в придачу кусок своего мяса». Понял тут юноша, что перед ним не торговец, а кровожадная жалмауз-кемпір, но не дрогнул и не отступил. Он молча высыпал из кармана деньги, потом вытащил из-за голенища нож, вырезал из своей груди кусок мяса и подал кровавую плату страшилищу. Так гребень стал его собственностью. Ровно через 30 дней братья снова сошлись на распутье. Они крепко обнялись,
расспросив друг друга о здоровье, стали хвалиться своими покупками. Чей же подарок больше понравится Айслу? Думал каждый про себя. Все одинаково хороши, и зеркальце, и ковер, и гривен. Ночь прошла в разговорах, а утром, когда поднялась зеленая звезда Шолпан, братьям захотелось узнать, что творится на свете, и они взглянули в зеркальце. Весь мир проплыл перед их глазами, и, наконец, показалась столица хана. Но что это? Улицы перед дворцом запружены печальной толпой. Там кого-то хоронят. Вот на богатых носилках несут покойника, а следом весь в слезах, согнувшись от горя, идет хан. И братья в ужасе догадались, прекрасная Айслу умерла. В ту же минуту средний брат завернул волшебный ковер, и все три джигита ступили на него, держась друг за друга. Ковер взвился под облака, а через мгновение опустился перед раскрытой могилой ханской дочери. Народ расступился. Хан глядел сквозь слезы на внезапно слетевших с неба 3 джигитов, не соображая, что происходит. А младший брат кинулся к мертвой красавице и расчесал ее длинные волосы золотым гребнем. Вздохнула Айслу, встрепенулась и встала на ноги, прекрасная, как прежде, даже прекраснее. Хан прижал дочь к груди. Народ шумел, ликуя. В радости и веселье все направились ко дворцу. В тот же день хан устроил щедрый той, созвав на него всех жителей столицы. Был приглашен даже нищий старик, что питался отбросами на базаре. На почетном месте сидели 3 брата, и сама Айслу подносила им кушанье и кумыс. И тут джигити вновь обратились к красавице с вопросом, кого из них она намерена избрать в мужья. Опечалилась Айслу, слезы набежали на ее глаза. «Я люблю одного, но все вы трое и после испытания равны передо мной, ибо каждый из вас принес мне неожиданный подарок». Она рассказала все отцу, просила дать ей совет и благословение. Подумав, хан произнес: «Не будь зеркальца, что да был старший брат. Вы, джигиты, не узнали бы о смерти Айслу. Без ковра, который купил средний брат, вы не поспели бы вовремя на похороны, а без гребня младшего брата вы не вернули бы жизнь моей дочери. Я охотно отдам вам половину моего богатства, но не в силах решить, кому отдать в жены Айслу». Внезапно раздался в толпе голос старика нищего, что питался на базаре отбросами. «Великий хан, позволь мне сказать слово». Хан был счастлив в этот день. «Говори», — разрешил он. «Взвесив все обстоятельства, я рассудил бы братьев так. Пусть Айслу принадлежит тому, кто дороже заплатил за свой подарок». Хан кивнул. «Да будет так». «Я отдал за зеркальце 600 червонцев», — сказал старший брат. «Я отдал за ковер 1000 червонцев», — сказал средний брат. «Я отдал за гривен 1000 червонцев и кусок своего тела», — сказал младший брат. «Не может быть!» — вскричал хан. «Говори правду». Тогда младший из братьев распахнул халат, и все увидели на его груди зияющую рану. Айслу вскрикнула и закрыла глаза руками. А хан обнял героя и сказал: «Отдаю тебе в жены свою дочь. Будь моим зятем и наследником». И, повернувшись к гостям, он объявил во всеуслышание, что 2 старших братьев назначает своими визирями, а старика нищего, давшего мудрый совет, верховным бием. После этого вновь зашумел веселый той. И длился он 30 дней, да провожали его 40 дней, а память о нем сохранилась до нашего времени.